Део Матис и Форд Фокус столкнулись в вечерний час пик на пересечении улиц Декабристов и Тверская. Корейская иномарка ехала прямо, тогда как встречный Форд поворачивал налево. Споры между участниками аварии возникли сразу. Сначала о сигнале светофора в момент ДТП, а затем о том, кто же действительно управлял микролитражкой. В ситуации разбиралась Анна Городнова. Если есть завершающий маневр, она должна была пропустить. Единственный очевидец, оставшийся на месте аварии, принял сторону водителя Матиза. Вина, по его мнению, лежит на автоледи, управлявшей автомобилем Ford Focus. Мужчина рассказал, что Матиз проезжал перекресток прямо по улице Декабристов, тогда как встречный Ford поворачивал налево, не пропустив автомобиль. Горит желтый, все начали уже здесь останавливаться, уже красный, а вот девушка тут разворачивается, начала он белый. И вот удар, место удара как раз. Водитель Матиза и очевидец утверждают, что микролитражка заканчивала маневр. Однако у второй участницы аварии другое мнение. Женщина за кадром рассказала, что Матиз выехал на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. Более того, по ее версии, за рулем Матиза сидела не девушка, а молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Она врет. Я была за рулем. Я отвечаю, Девушка была. Я видел, она выходила, девушка вылазила. Кто сидел за рулем корейской иномарки и на какой сигнал светофора двигались участники аварии, еще только предстоит установить. Но за одно нарушение водителю Матиза ответить все же придется. На автомобиле установлена зимняя шипованная резина, использовать которую летом запрещено. Анна Городнова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112.